Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: кто вам завидует, а кто обсуждает. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет, вашу характеристику. Кто вы, кто пришел на расклад. Показывают человека, который устремлен в будущее, вперед, но несет какой-то груз, тяжесть. Притом он очень активный человек. Если взять со стороны, на самом деле то, что вы проносите, для другого человека было бы очень сложным. Но вы умеете справляться в одиночку. Вы никому не верите. Недоверчивая такая, мнительная, очень много надумываете. Иногда бывает, из мухи делаете слона. Здесь что-то происходит в жизни, что с одной стороны вам кажется болью или крахом. С другой стороны, вы понимаете, что это вас подталкивает на что-то лучшее, как знак какой-то. Получаете, возможно, какие-то очень явные, такие яркие знаки. Не просто так все делается. Все, что не делается, все делается к лучшему. Помните об этом и вот прям так же и проговаривайте в случае каких-то неудачных ситуаций в вашей жизни. Вы, да, расстроены однозначно, и вы задумчивы о будущем, вообще как все будет складываться. Вы постепенно приносите именно в свою жизнь какой-то вклад, вносите. Вы стараетесь сейчас себя, может быть, как-то даже вытаскивать из какого-то сложного положения, ситуации. Пытаетесь вот как-то расхламить, может быть, свой дом, очистить голову, заняться, может быть, чем-то. Но здесь полно всего. И вот как-то одновременно. Кто-то и пьет витамины, занимается спортом, плюс работает, развивается, в чем-то где-то обучается и так далее. Может даже здесь и ответственность быть. Чувство потерянности есть. Есть и чувство такого, что мне никто не поможет. Я делаю все сама. Я делаю даже сама себя счастливой. Но оно, в принципе, так и есть. Да? Вы вот на самом деле пытаетесь как-то себя вытаскивать, именно, может, искусственно даже как-то, да, порадовать себя, цветы свежие на стол поставить, купить себе, или вообще чем-то побаловать. Умеете вы концентрироваться на чем-то и делать это хорошо, качественно. Здесь очень много такого, знаете, я вам скажу, негативного. Здесь и люди как-то настроены против, или же даже в ту минуту, когда вам нужно помочь, никто не помогает. И здесь сложности навалились, с которыми лучше, чем я, никто не справится. Пытаетесь вот даже как-то отрезать эту помощь или не брать ни от кого эту помощь. Вы не хотите, может быть должной кому-то. Здесь кто-то именно может паковать какие-то чемоданы. Тем самым вы хотите разрешить прошлое, распрощаться с прошлым. Собираете чемоданы, чтобы там не находиться, потому что оно напоминает прошлое. Кто-то, может быть, уходит с какого-то места, чтобы что-то ему негативное не напоминало. Также вы человек, который очень много помнит негативных моментов в своей жизни и не отпускает их, держит их у себя, вспоминает, возможно, часто. Тем самым усложняет свою жизнь, тем самым приносит какие-то сам себе проблемы из-за этого. Вам нужно простить и отпустить. И поверьте, заиграть жизнь другими красками. Придут другие возможности. Тем самым вы останавливаете эти возможности в свою жизнь, когда вы держитесь за прошлое. Вот тут вот показывает, человек наберется сил, мужества. Здесь выходят мужественные карты, мужские энергии. То, когда вы резко все поменяете или отрежете даже какие-то негодования или негативные свои мысли.
Но вы женщина очень умная. Вы даете отчет вообще всем действиям. Вы очень много анализируете, скорее думаете. И вы человек, который постоянно находится в каком-то обучении. Может быть, вы кого-то учите. У вас постоянно какие-то новости. Постоянно где-то вы получаете справки новости. Может быть, даже новости, связанные с чувствами, эмоциями, или новости могут быть, у кого-то что-то случилось, или кто-то резко куда-то переехал, кто-то родил и так далее. Также здесь ждите новости, связанные с получением ценных бумаг, денег, документов. У вас постоянно вы находитесь в какой-то среде новостной. Там разговоры, новости, сплетни. Любите вы жить хорошо, любите вы, возможно, даже красивые какие-то элементы, декорации и так далее. Также здесь у кого-то очень много каких-то элементов декорации в доме. Любите вы, собираете или коллекционируете, может быть, просто визуально, да, любите что-то поставить. Также вы человек, который сейчас ушел внутрь себя, в развитие, в саморазвитие. Здесь духовное саморазвитие идет. И здесь вас не отпускает прошлое, отпустите его. Простите, отпустите. Да, вот сразу я сказала простите, отпустите, и вот тут распрощайтесь с прошлым. И здесь идут возможности сразу же, моментально. Даже простите тех людей, которые делали плохо. Почему? Потому что эти люди в вашей жизни тоже были не просто так в вашу жизнь пришли. Однозначно они вам дали какой-то толчок, улучшили вас, понимаете? Хорошо. Если проигрывает с вами портрет, давайте продолжать смотреть дальше. Кто вам завидует, кто обсуждает? Здесь рабочий момент, сразу говорю, на работе. Рабочая сфера, там, где вы работаете. Мужчина. Он вам завидует. Знаете, он, кстати, завидует вам и в то же время говорит, насколько вы талантливы в чем-то. И прекрасное. Вы делаете что-то очень, знаете, так по деталям, качественно, вдумчиво, может быть даже вот как-то сфокусировано, сосредоточено. У него мнение о вас, что вы даже влюбленный здесь есть, что вы женщина такая, которая может решать какие-то мужские вопросы или вывозить какие-то сложные ситуации, вот, которые выводят мужчины. Также видит, что вы очень стараетесь, вкладываете свою душу. Но здесь есть такая зависть, да, вот ему тоже хочется вот как-то хотя бы на ступеньку стать выше в этой жизни. И здесь вы в чем-то на самом деле можете продвигаться или быть лучшей на этой работе. Деятельность ваша. Он может, кстати, заниматься тем же самым, но чего-то не понимать, не дотягивать, да, вот как двоечник. А на вас смотрит как на отличника, человека, который очень хорошо знает свое дело, свою работу. Но вот здесь какая-то есть точность, и вы это делаете очень скрупулезно. Вот это в вас есть, он тоже этого хочет. Здесь я еще бы сказала, даже здесь о любви идет речь, вы нравитесь мужчине, но также он может замечать, что вы это делаете, потому что вы это любите. Вот так. А он это не любит, но он хочет быть в этом, да, в чем-то профессиональным, понимать, лучше разбираться, нежели даже вы.
Но я не скажу, что здесь прям такая зависть. Здесь вот есть чувство даже в себе, ущемление, что я вот какой-то слабый. Женщина, да, умеет справиться, а мужчина не умеет. Вот как так? И это причем не женская работа или очень сложная работа, что мужчине она не под силу. Завидует. Он скорее даже еще вас и обсуждает здесь, что вы нацелены на что-то в этой работе. Вы добиваетесь, может быть, повышения или роста. Боится вас. Разговоры все происходят или в вечернее время суток, или в тишине какой-то от других глаз. То есть где-то обсуждаются незаметно от вас, скрыто от вас. Он, кстати, насчет любви, так скажу, что здесь у мужчины в жизни происходит какая-то ситуация, связанная с треугольником. Здесь мужчина переметнулся на вашу сторону или вот стал смотреть, приглядываться к вам. Причем так пристально за вами наблюдает. Вот как за женским объектом, да, так. Не только как за работником, но и как за женским. Он начинает что-то такое видеть, что вас, да, что кажется ему, что я влюбляюсь, или мне она все больше и больше нравится, или чем больше мы вместе на каком-то рабочем месте, или я ее вижу, замечаю, слышу, тем больше у меня к ней проявляются какие-то чувства. Но здесь есть какой-то барьер к вам. Возможно, даже вы вот как-то не воспринимаете всерьез данного человека или не рассматриваете его как объект для любви. Он вас замечает в компании еще какого-то человека. То есть у вас кто-то есть, или человек знает, что у вас кто-то есть. Поэтому вот как-то не решится подойти к вам или подать какие-то знаки. Здесь нету ни знаков, ни сигналов. Вы не поймете даже кто. Вот если так взять вживую, да, но тут даже вы бы сказали, да нет, он точно не влюблен, а он может быть влюблен. Он настолько сильно скрывает данные чувства, что вы об этом на самом деле никогда и не узнаете. Но вам он и не интересен. Вам почему-то даже кажется, он какой-то скользкий. Скользкий или же хитрый. Хитрый. И вот какой-то недоделанный. Да, только вот может болтать или прозябать час как-то впустую. Но с ним не интересно вам. У вас, кстати, другие какие-то интересы или вам нравится другой тип мужчин. Но здесь ничего и не светит. В его жизни сейчас какие-то проблемы. И вот он как-то, знаете, уже стал смотреть на другую сторону, на других женщин. Он, скорее всего, находится в семье, в отношениях, которые его не устраивают. Давайте посмотрим, кто еще вам завидует. Завидует, обсуждает. Женщина, материалистка, карьеристка. Да. Здесь завидует, кстати, вашим доходам или вашей какой-то прибыли, покупкам и так далее. Старается сдерживать себя в руках. Очень умная, хитрая. Вы знаете, она такая, когда ей что-то надо, вот, она умеет подобрать ключики, умеет манипулировать, умеет, возможно, даже где-то подплатить, что-то вот как-то так. Завидует, обсуждает. Я бы сказала, здесь обсуждение происходит максимум это в семье. Да, или в ее доме. Это могут быть даже телефонные разговоры. Но здесь не особо так обсуждает, да. Она больше скорее, может, даже думает. А здесь есть зависть. Вы вот какая-то такая для нее женщина, как она считает себя очень умной, продвинутой в чем-то.
но при том она видит, что вам тоже достаются какие-то блага, ресурсы, деньги, мужчины, но вы... Вот есть люди, которые ярко выражают свои эмоции, что они хотят, да, чувствуется, что вот эта материалистка, она хочет деньги, она хочет дорогие, может быть, подарки, да, и вообще что-то дорогое и так далее, да, вот она на вас видит, вы такой человек, как будто бы ей ничего не надо, но ей все это достается. Вот она что-то хочет определенно, да, такое, эта женщина, но она видит, что у вас это есть, и притом вы особо не напрягаетесь, да, вот как-то вам это все дают. Если это касается денег, финансов, вот как-то вы с легкостью это получаете, не напрягаясь. Возможно, даже у вас есть какой-то ангел-хранитель, как она считает, да, вот ее вот постоянно какие-то ситуации спасают. Это вот как, знаете, даже на уроке сейчас кого будут спрашивать, а она не хочет, чтобы ее спрашивали. Да, и тут спрашивает вас, и она потирает руки и думает, ой, хоть не меня. И тут звонок звенит на перемену, да, и все прерывается. И вот вам раз и повезло, и она это видит. Причем она замечает, как вас как будто бы на самом деле или что-то охраняет, или что-то спасает, вытаскивает вас из каких-то ситуаций. Притом, знаете, вот вы как-то на самом деле что-то получаете такое, чего бы она хотела. Может, даже и материальных больше средств. А вот ей этого так, если с легкостью не достается, она все добивается трудом. Трудом, мыслительной деятельностью. Да, у вас постоянно какие-то шансы, новости. Вы постоянно в каком-то еще, знаете, таком находитесь именно настроении легком, как будто бы не тревожат вас какие-то сложности в жизни, да, или вы не испытали сложностей, вас постоянно где-то кто-то выручает. Даже может думать, что вы вообще счастливчик, вам повезло, но почему-то вы этого вот как-то обнуляете, не цените, да, или не уважаете это. Она вот говорит, что я за это гранит грызла, да, науки, а вы же пришли вот на готовенькое, например. Не обязательно это так. Здесь вот именно человек напрягался, а вы без напряжения получаете. У вас или все заплачено, или интеллект такой, да, вот. Может быть, это просто и везение. Она не считает вас какой-то умной, она считает себя умной, а вас считает глупой. Но при том, знаете, может даже такое произносить фразу «дуракам всегда везет». Вот это касается именно вас, да, она вас может называть именно, что этой дурочке повезло. Вот так вот. Она здесь знает свое дело, да, чем занимается и так далее. То есть это не глупая какая-то женщина, но с другой стороны, да, вот именно других остальных считает именно какими-то ниже себя по статусу или не понимающими, не разбирающиеся, вот так вот. И она думает, почему это я училась столько лет, работала, практика большая и так далее. Но я не зарабатываю столько, не получаю столько, да, сколько получает вот человек-новичок. Пришел, и сразу ему раз и повышение. Ну вот как так? Да. Везет ей в чем-то. В чем секрет? Она устала. Устала. Да, здесь какие-то есть такие сложности в жизни ее, что она вам в чем-то даже и завидует. Что вы сидите себе на хорошем месте и более легче что-то проносите, нежели она. У вас даже, вы знаете, в чувственной сфере все супер, все получается. Или к вам липнут мужчины. У нее такого нет. Есть, кстати, женщина такая, которая больше для нее важна не любовь, хотя и это немаловажно. Здесь для нее больше важны материальные ценности. Она об этом очень много думает.
но от любви бы тоже не отказалась. Она замечает именно вас в отношении с кем-то, или, да, что у вас какая-то есть гармония. Да и вы такая женщина, да, которая получает и деньги, и средства, но у нее не удается. Здесь зависть, зависть в деньгах. Да, сильно завидует, что вам в чем-то везет. Везунчик вы. Кстати, может даже так и говорить, что ей очень сильно повезло, что ее взяли, или что ее повысили, или что она попала к нам, именно в наш коллектив, или вообще, да, в чем-то вам очень сильно повезло. А знаете, это у неудовлетворенных людей всегда возникает зависть. А есть люди, которым всего мало. Даже завидуют бедным людям, у которых вообще ничего нет. Найдут к чему прикопаться. Вот такое вот. Кто еще вам завидует, кто обсуждает? Здесь даже человек не хочет с вами из-за этого общаться, потому что завидует. Не хочет, ушел. Больно. Очень больно наблюдать, как вы наслаждаетесь жизнью, там, счастьем, да, может, отношениями. А то, что вы впереди планеты всей, что вы такая, знаете, яркая, амбициозная женщина, что у вас есть характер, что у вас есть твердость, стержень внутренний, что вы добиваетесь то, чего вы захотите. Вы поставите цель, и вы ее добиваетесь. Возможно, даже где-то доказываете или проецируете, показываете. О, посмотрите, я добилась, я получила, да, грамоту, там, медаль, что-то заслуженное. И вот у человека внутри происходит такой диссонанс, да, человек начинает обижаться. Он вообще не любит проигрывать, данный человек, и видит, когда ваши победы, у него сразу же внутри все плохо становится человеку, переворачивается. Даже, вот знаете, по карте звезда я бы еще сказала, и королеве жезлов, что вы такая женщина, которая может добиться каких-то больших результатов, знаменитой стать, да, вот вы входите в лигу кого-то, у вас определенно есть какие-то навыки, и этого не отнять, что дано, то дано, да, вот внешние данные и так далее. То, что видят, что у вас очень много плюсов каких-то, именно во внешних данных, и то, что благодаря, может быть, и даже внешним данным вы пробиваете себе дорогу. Красивые глазки, да, пухленькие губки, там, длинные ноги, там, стройные ноги или красивая фигура. Ну, вот какие-то определенные данные, которые вас выделяют из общества. И вы тем самым чего-то добиваетесь. И вы такая, знаете, шустрая очень. Вы не сидите на месте, вы постоянно находитесь в движении. Вы хватаетесь, да, за какие-то, на самом деле, пусть там маленечко, а если в целом собрать, у вас целый капитал. Вот такая вы. Не отказываетесь от каких-то возможностей, шансов в своей жизни. Беретесь за все. Вот в этом есть зависть. И то, что вы постоянно какая-то такая вот нарядная, ухоженная, красивая, да, все вы успеваете везде. Да, вот только сказала, любуйтесь собой. Кстати, не нравится данной женщине видеть вас наряженной какой-то. Или, знаете, у вас такой вид. Вот даже простенько оденете, но оно уже так вам идет, так вам хорошо, или по фигурке сидит, вот что-то такое. И вот внутри аж скламывает, аж плохо становится, тошнит от вас. Вот такое есть. Отворачивается сразу. Фу. Знаете, вот как-то так. Это вот внутренняя обида на себя скорее, а не на вас. Да, где-то она в тени может вас обсуждать. Причем видит очень много у вас такого есть амбиций, любви к себе. Такая, в первую очередь, все делает только для себя. Может именно вести такие обсуждения, как, что вы плохая мама, что вы думаете только о себе. В первую очередь себе почему-то. Странно. Да нет, тут еще и дети, тут есть дети.
Но вы, знаете, вы успеваете о себе позаботиться и о детях. Но здесь есть доля такого, что вы эгоистка. Вот, что вы эгоистка. Это именно она так думает. У нее сейчас какие-то пропажи, нули. Вообще в целом, да, такое состояние, что, смотря на вас, что она чего-то не может. Вот видите, я говорю, вот как в первом раскладе мы смотрели сейчас, то, что человек видит какие-то свои минусы, и когда он видит рядом успешного человека, начинает вот это все выплывать наружу. Именно свои какие-то боли, болячки. И сваливая это на других, что все плохие, все виноваты вокруг. Но смотрит на вас, что у вас вот как будто, знаете, жизнь наполнена чем-то, энергии очень много, что вы не нуждаетесь особо в ком-то, да, вот как-то сама продвигаетесь в жизни. Вот этого ей тоже хочется. Может быть, даже морально, эмоционально вы еще ни от кого не зависимы. Хотя, да, здесь может именно наблюдать, что у вас есть какой-то человек, который вас любит, или вас любят мужчины, противоположный пол. Такие женщины нравятся мужчинам. Кто завидует, кто обсуждает. Потерянный мальчик, тот, с которым вы уже давно не вместе с человеком. До сих пор влюблен, вы не отвечаете. Ни на звонки, ни на что. Возможно, даже заблокировали человека. У человека здесь клеймо осталось такое, знаете, после этой блокировки, или что вы не отвечаете. Это незабываемо. Он, с одной стороны, знаете, чего понимает, что как-то вот финансово не дотягивает до вас, что вам, о вас нужно заботиться, в вас нужно вкладываться. Да и вообще, да, женщина – это когда женщина, нужно что-то ей давать. И вот тут именно человек обижается скорее больше на себя, что он не может быть в отношениях, потому что ему нечего просто дать. Сам не установлен в этой жизни, никак не устаканится, у него какая-то ситуация с деньгами. Да, здесь вот может быть непостоянство, нет стабильности какой-то. И вот человек за это переживает. А тут еще, да, если бы я вступил в отношения, то я бы нес какую-то ответственность. Чего он боится? Боится нести ответственность, боится куда-то вкладываться, за что-то платить. За все же платить надо, не все бесплатно. И даже за женщину. Но чувство есть. И до сих пор человек помнит, да, какие-то слова ваши, какие-то, может быть, разговоры полюбовные, да, такие, или то, о чем вы рассказывали человеку, но потом быстро прекратили общение. Вот это вот все как будто бы и резко закончилось. Здесь есть чувство, да, такого воссоединения. Хочется к вам, хочется с вами как-то воссоединиться, хочется с вами даже сыграть свадьбу, вступить в какие-то отношения. Но он бы не выдержал по финансам нести ответственность. Ищет сейчас человек, пока сам не знает, да, куда пойти, где заработать, как создать что-то. Но вот у человека сейчас головная боль – это деньги. Когда он вспоминает вас, он понимает, что здесь нужно вкладываться. Если ты хочешь этих отношений, ты должен очень много работать, много зарабатывать. Вот так. А вы знаете, раньше только богатые могли себе женщину позволить. Раньше женщины в древнее время, да, именно жили раздельно от мужчин. И женщина мог позволить себе только вот, да, царь, например, но не рабы. Вот так как-то. И вот тут, знаете, даже похожа та ситуация, когда он думает, что сегодня то время, когда ты хочешь вступить в отношения, это все дополнительные какие-то траты. Закрывается, боится, в одиночестве находится. Но та блокировка,
дала стимул двигаться. Даже не в вашу сторону, а в целом в жизни. Вот так. Вам вообще скорее уже не интересен этот человек. Находится далеко, вы или уехали, или переехали. Вот он остался там, откуда вы переехали. Есть даже мысли об упущенности, упущенный момент какой-то. Сожалеет об этом. Кто завидует, кто обсуждает. Но здесь точно есть обсуждение. Здесь в компании людей. Какая-то есть такая дама, которая считает себя в этой компании самой главной, да, такой почетной. Или вот... Во-первых, здесь есть какой-то статус, положение у данной дамы, да, поэтому она себя чувствует на вершине горы. Да, такая важная персона. Но здесь зависти очень много. Здесь даже, вы знаете, одна женщина внутри себя, когда происходит обсуждение вас, внутри себя желает вашего разорения. Но она не говорит об этом. Но может здесь что-то такое проскальзывать, вот по типу, что ничего не вечно, да, вот как-то так, что долго так не продлится у вас. Вы получаете именно, да, какие-то блага, финансы. У вас что-то есть, вы чем-то наслаждаетесь, или, может быть, даже вы что-то купили себе. И здесь такой разговор, что, ну а что, это платье сгниет, или это сумочка, да, со временем, или не будет в моде. Но у нее и есть такое желание, да, такие позывы, чтобы вот то, что она видит на вас, оно красивое, или украшает вас, но выглядит достойно. Но вот как будто бы это все временно. Это зависть. Здесь сразу говорю, здесь разговоры о мужчинах и деньгах, о ваших каких-то отношениях, постоянных, стабильных отношениях или о вашем мужчине-партнере. Конкретно его могут еще обсуждать. А что конкретно? Вы или быстро выскочили замуж, да, или быстро ввязались в отношения какие-то. Также здесь может тоже опять-таки идти разговор, что все не вечно, да, рано или поздно что-то закончится. И деньги, и мужчина. Вот так вот, да. Или чувства. Но то, что вы такая, в любом случае, точно одна такая не останется. Она себе найдет замену. А кто-то может, кстати, говорить о вас здесь и положительно. Здесь именно кто-то вот... Тут общая идет какая-то картина, обсуждает ваши отношения, в то же время, да, что-то общее между мужчиной и женщиной. И вот кто-то говорит, а нет, ты не права, да, вот как-то пытается встревать в этот спор или диалог конкретно, что она не права. Да, почему бы и нет? Вот как-то так. Может быть, даже какая-то такая... женщина, которая заступается. Но она и не заступается за вас, да, вот так скажем. Она, в общем, говорит ту картину, что вот между мужчиной и женщиной может быть иначе, нежели ты говоришь. Или, а может, и проживут они и до старости, да, вот как-то так. Но она тоже как-то настроена не очень к вам позитивно, которая встревает, говорит. Здесь очень много зависти, очень завистливые женщины. Женщины, которые без любви, без чувств, без отношений.
Здесь кто-то даже пользуется какими-то практиками, ритуалами. Пытается разрулить какую-то ситуацию в своей жизни. Я вам скажу так, что здесь кто-то на вас воздействовать пытался. Но здесь это может даже касаться зависти. Убрать вас с дороги. Обида какая-то есть. Вы как-то высказались в ее сторону не так, не понравилось, и человек от вас закрылся. Да, то, что такое не прощается. Из-за этого человек пытался как-то на вас воздействовать. Такое чувство, когда человек пришел после разговора с вами недовольным, какой-то осадок остался, да, и вот человек все больше и больше злился, да, это дама. На сегодняшний день ситуация обнулена. То есть здесь то чувство, когда вам плевать, или вы об этом уже забыли. Ну а женщина не забыла, она таит обиду. Притом у вас было общение, или вы нормально общались, но что-то в чем-то вы ее задели, подкусили. Теперь она не хочет общаться. Да и ладно. Здесь зависть в деньгах опять. Да, или в каких-то ваших достижениях, заработках. Что-то вы где-то проецируете, что у вас есть. Или чем-то хвастаетесь. Кто вам еще завидует, кто обсуждает. В пути вас кто-то обсуждает, в дороге. Разговор о вас, о том, что о вашем прошлом и в вашем будущем. Возможно, даже настоящем. То, что вы сейчас проносите, да, или какие сложности у нее в жизни происходят, она потом быстро переобувается и быстро что-то получает. То есть это долго не продлится, и вы имеете в виду, что те сложности, которые вы сейчас переносите, долго не продлятся. Это закончится. Второе, здесь говорят, что вы вообще в целом не обращайте внимания на то, как вам в жизни в чем-то везет. Вот об этом идут разговоры. В принципе, ей повезло. Вы из чего-то вылезли, выкрутились. Как бы сложно не было, но вы выкрутились. Видят какую-то вашу сложную ситуацию в жизни, которую бы не каждый мог пронести на себе. Но вот вы вышли как сухая из воды, или вас Бог спас, да, или вам на самом деле подфартило, очень сильно повезло. Здесь кто-то вспоминает ваши разговоры. Вы разговаривали с данным человеком, а этот человек сейчас в дороге с кем-то говорит о данной какой-то ситуации, о чем вы рассказывали, о данном разговоре. И говорит, что вам очень везет. У вас на самом деле или вы родились в белой рубахе, или вас защищают высшие силы. Бог на ее стороне. Такое чувство, что вы человек еще, который когда-то помогал данным людям, поэтому у вас здесь, в принципе, здесь хорошо отзываются. Я не скажу, что плохо, но тут именно мне бы так повезло бы, вот как ей повезло, да. Тоже есть какая-то сложная ситуация, и хочется человеку ту же самую фортуну, которая есть у вас. В принципе, здесь положительное отношение к вам, ничего плохого я не вижу, да, вот даже человек в чем-то говорит, что вы молодец, или то, что вы очень такая смелая, не боитесь ничего, то, что держитесь, да, другие бы уже упали бы, или спились бы, или пошли на дно, а вы же вот, да, умеете на самом деле как-то выходить сухой из воды или ситуацию негативную оборачивать во что-то позитивное. Умеете улыбаться, при том, когда вам сложно. И человек даже вот пытается как-то подражать вашей жизни или копировать вас в чем-то. Тоже хочет жить хорошо.
или позитивно, да, именно смотреть на все. Вы вот как-то стараетесь не углубляться в какой-то, или не показываете, по крайней мере, людям свои проблемы, не выносите ссор из избы. Притом здесь видят, что вам нелегко, вам даже очень сложно. Но вы вот как-то улыбаетесь. Также здесь кто-то говорит, хорошо, что у вас есть или недвижимость, или деньги какие-то, заработки, работа. Но здесь есть доля такой легкой зависти, что вы обеспечены в чем-то, в безопасности. Да, что у вас есть хотя бы семья или группа поддержки, помощь зала. Здесь мужчина. Знаете, чем вы убиваете данного человека? Вот то, что вы где-то проецируете, это скорее соцсети. Свою красивую внешность, красивые фотографии, свой какой-то хороший вкус. И у человека есть наблюдение за вами через фотографию или ваше фото у него. Причем, знаете, такое чувство, что не одно фото от вас у этого человека. Человек по вам страдает, иссох. Или не ест, не пьет. Вот знаете, такой образ жизни ведет сухой. Как будто иссушается. Я бы не сказала, что завидует. Но я бы не сказала, что и обсуждает вас. Он наедине здесь с собой. Здесь не с кем ему вас обсуждать. Здесь больше скорее человек закрылся. Вы закрыты от него, он от вас. Больше здесь вы закрыты от него, и человек из-за этого погибает внутри. Вы не хотите разговаривать, вы не воспринимаете его всерьез. Притом он видит, что вы стали после этих отношений с ним или вообще сейчас, на сегодняшний момент более сильнее, выносливее. И вы, знаете, уже не такая, которая вы были раньше. Раньше здесь вы могли еще слушать или воспринимать всерьез его. Но вот сейчас вы, знаете, к нему относитесь как к человеку низкого сорта, или, по крайней мере, он это со стороны чувствует, да, или вот каким-то никчемным, ненужным, что вот может касаться его каких-то, дьявол сразу входит, что вы можете именно задевать его самое больное. У человека возникает комплекс неполноценности в себе, он не уверен в себе из-за того, что его вы не оценили. Здесь даже, знаете, гаснет. Здесь мог быть треугольник, или здесь могли вмешиваться в ваши отношения третьи лица, даже воздействовать как-то на вашу пару. Здесь кто-то хотел конкретно отбить, да, или вот конкретно перейти вам дорогу. Здесь вы просто, знаете, вот как-то вышли из треугольника легко и просто. Вы вообще такая женщина, это собственница смотрит, точно. И здесь женщина, которая не любит, а кто любит, да, опять-таки. Здесь она, когда наступает треугольник или чувствует, она быстро, знаете, вот умывает руки и уходит. Она не хочет в этой грязи копошиться, вот так это будет точнее. Вы копошитесь там сами, да, вот видно, что вы ушли обиженно, но в то же время вы не хотите в этом пачкаться, за кого-то бороться, особенно за мужчину. И здесь мужчина не получил ни то и не вас, да, вот, ни тех и не вас. То есть остался ни с чем.
наедине с собой и со своими какими-то внутренними проблемами. Такое чувство, да, что у мужчины сейчас жизнь поделилась вообще на... Или раскрошилась, да, или поделилась на до и после. Вот сейчас человек осознает, что за 2 зайцами погнался и ни одного не поймал. И остался ни с чем. И здесь нету как будто бы каких-то шансов, да, или нету каких-то возможностей. Или жить дальше, или продолжать что-то дальше, или знакомиться дальше, общаться с кем-то и так далее. Нету. Были даны шансы, и он понимает, что было дано, но я этим не пользовался, не воспользовался этими шансами. Или не ценил что-то. Может быть, даже, да, вот именно здесь образовался какой-то треугольник, и вы ушли. Вы здесь, знаете, сейчас проявляете, проецируете мужчине, какая я ценная, какая я красивая. Да, это точно. Здесь где-то вы очень или в чем-то ярком, нарядном, да, проецируете себя. То, что у вас сейчас все цветет и пахнет, вы лучше сейчас себя чувствуете, соответственно, и живете лучше. То есть у вас жизнь как будто бы зацвела, или вы расцвели после расставания. Как будто бы вам очень хорошо сейчас. Да, у вас есть и заработки, у вас есть деньги, притом цените себя, вы растете. И здесь точно, да, по императрице можно сказать, что вы много и чего точно добились. Вот в глазах этого мужчины вы уже и выросли как женщина, притом стали такая твердая уже, знаете, не наивная девочка с косичками. И тут такая уже дама, которая очень ценная, как бриллиант, отточена. Здесь просто так к вам уже не подойдешь. Здесь, знаете, может быть, даже женщина в чем-то стала популярная, да, вот к ней приходят, например, фанаты, да, а он там где-то его затоптали. Вот как-то так. И вы чего-то точно добились. А раньше, да, человек как-то все воспринимал, что можно там, можно сям, или не ценил. Сейчас только начинает доходить все, насколько вы ценная. Ну и у вас рядом в любом случае есть достойный человек. Обида даже внутри, обидно. Мудрая очень. Самовлюбленная, это точно. И никого не подпустите. Особенно, когда вы пережили где-то обман, таких людей вы точно уже не подпустите. Возможно, был с его стороны обман. Да, чувствует себя вот нулем, без палочки. Пустым, ненужным, никудышным. Вот так вот. Кто завидует, кто обсуждает. Но здесь, знаете, человек сравнивает, оценку какую-то вам ставит. Мужчина. Старше вас лет. Возможно, даже на голове такая есть легкая седина. Завидует? Нету тут зависти. Обсуждает? Ну да. Здесь, знаете, я бы сказала такое вот, можно ли это назвать завистью, да, вот когда ты смотришь, вот я мужчина, а вот это вот женщина, да, эта женщина на себе пронесет и тяжелую кобылу, да, все тяжелое пронесет, вот, а я мужик. Ну, как это можно назвать завистью? Да, вот, а я не могу. Видит какие-то ваши достижения, причем через сложности. Это точно женщина, которая нелегко это получила в жизни, то, что она сейчас имеет. Вот он видит вас уже с возможностями, да, уже с чем-то достижимым, то, что вы уже достигли, да, у вас какие-то кубки, медали там, например, и прочее, да, заслуженности. Вы чего-то уже получаете, чем-то живете, наслаждаетесь, да.
Может быть, это деньги, там, финансы там, и так далее, высокий рост. Но он, знаете, у него очень много амбиций. И вот здесь такое есть, что как будто бы вот эта вся ситуация с вами бьет по его амбициям. Что женщина себя на сегодняшний день чувствует намного круче, намного выше, да, заострен нос кверху. И, знаете, вот очень сложно такой женщиной манипулировать, командовать, что-то ей еще запрещать или же учить ее чему-то. Она и так все сама знает. Здесь есть обсуждение вас, что вы когда-то были в его жизни, что он вас знает, и то, что вы сейчас чего-то достигли. Человек об этом хвастается. Не своими достижениями, да, а вашими. Здесь вы вот как-то, знаете, особо и не верите еще данному человеку. Здесь человек, тоже вы ушли от человека. У человека остаются только здесь и воспоминания о вас. Здесь, кстати, могут быть совместные дети. У кого-то может быть просто какие-то ностальгия, воспоминания, что вы были в жизни и кем вы сейчас стали. И вы знаете, человек тут осознает, понимает, что все произошло именно, вы поступили с ним справедливо, что вы ушли. Чего бы она бы со мной делала бы сейчас, да? Да ничего. Чего бы она от меня получила? Ничего. Но здесь, кстати, знаете, вот человек хвастается вами. И с другой стороны, вот где-то, хоть и давно это было, все равно такая есть легкая ревность. Ревность, что, или зависть это можно назвать, что у вас кто-то есть, что вы там наслаждаетесь жизнью или с кем-то полюбовно, да, вам хорошо, а со мной нет. Какая-то, может, обида, можно это назвать. Красивые очень стали. Одеваетесь определенно, да, как-то, что именно притягиваете к себе людей, а возможно и еще и мужчин. У вас определенно какие-то такие одежда, аксессуары, да, вот именно украшают вас, делают вас еще ярче, лучше. Что характер у вас, да, дай Боже, сложный такой. Не сложный, вы, знаете, вот такая мужсковатая. И вы, хоть вы в облике женщины, но внутри у вас есть определенно, да, такой стержень. Он видит и то, что вы умеете защищать свои границы, показать, проявить это именно, когда вам что-то не нравится, вот прям ярко. Я не хочу этого, да, или отшвырнуть вот как-то так вот. И вообще он знает вас по жизни, что вы такая. Если что-то вам не нравится, вы можете резко высказаться даже, обидеть. Такое чувство, что вы какими-то действиями своими вот именно отшвырнули его, обидели или не оценили. Да, он что-то, может, подарил, а вы как-то вот в сторону. Об этом может говорить. Что говорит? Но он говорит то, что вы сейчас, знаете, вот как-то скрываете свое семейное вот положение, с кем вы там живете, да, где-то не проецируете, может быть, только себя, да, ну, например, на фото где-то в социальных сетях, но без детей или мужа, да, вы не показываете, но у вас точно кто-то есть. А также у него складывается чувство, что вы всегда искали достойного партнера по деньгам, обеспеченного мужчину. Но он чувствует, что у вас какой-то мужик есть, не один. Причем, да, может быть, даже и любовник у нее еще дополнительно есть. Ну, вы такая же женщина страстная, горячая. К такой женщине в любом случае, хочешь не хочешь, внимание будет. И даже вы, знаете, такая
умеете заигрывать глазками, умеете флиртовать, или же имеете очень такую яркую, да, харизму. То есть нельзя мимо вас пройти, нельзя вот просто вас не зацепить, не остановить, по-любому найти, да, к вам какой-то нужно предлог. И в любом случае, да, у каждого мужчины он найдется. Вот такое чувство, что вы в любом случае пользуетесь спросом у мужчины, или мужчины оглядываются на вас, открыв рот. Вот такое вот есть. Вы научились сейчас играть или манипулировать вообще мужским сознанием. Умеете, на самом деле, привлекать к себе внимание мужчин. Да, притом разных, да. Здесь даже таких важных людей, или серьезных, богатых, успешных или высокопоставленных каких-то. Вас окружают здесь мужчины. И то чувство, когда еще в то время, когда вы общались или были вместе с данным человеком, уже человек видел, что на вас базарится, так назовем, да, базарятся, побазарились, или смотрят на вас, мужчины обращают внимание, делают комплименты, какие-то знаки, может быть, проявляют и так далее, внимание. Опасная вы. Опасная вы. Ну, такая, знаете, вы сиюминутная такая пообещали, но не факт, что вы это выполните. Быстрая очень. На ходу вот ловите какую-то информацию, на ходу делаете несколько действий. Вы такая, знаете, точно, вы не упустите какого-то, как он считает, перспективного мужичонку, с деньгами мужичонку, да, вы вот умеете ухватить свое. Скорее даже вот он может думать, ваше процветание зависит от какого-то мужика, да, то, что ваша деятельность, может быть, рост ваш финансовый зависит от мужчины какого-то. Кто-то у вас есть там богатенький, а вы умеете очень хорошо этим богатеньким или мужчиной манипулировать. Вот так он думает. Но вы красивая, мимо вас точно не пройдешь. Имеете вы плюс еще харизма. То есть это такая женщина многогранная, да, или все она умеет, или в одной женщине несколько вот женщин. И хитрюшка, и романтичная, и харизматичная, и, да, такая покладистая, и все вот в ней, в любом случае, за нее каждый уцепится. Вы умеете проигрывать разную роль. Вам завидует вот компания людей. Опять компания людей. Знаете, какое-то общество, которое постоянно собирается вместе или выпить, или еще чего поделать, да, вот постоять, поболтать. Но как будто бы вам они неизвестны, вы им тоже, но вас обсуждают. И вы скорее, на самом деле, очень заметная женщина. Мимо вас нельзя пройти, поэтому даже вас обсуждать могут и незнакомые люди. О чем они говорят? Давайте посмотрим, о чем. Знаете себе цену. Носик кверху, да, такая деловая. Но видно, что не глупая эта женщина, умная, точно. Проявляете такой холод. Холод, и вы выбираете, вы руководите, вы показываете пальчиком, что вам нравится, что нет. Да, такая женщина с характером. Принципиальная, вот за копеечку принципиально пойдет разбираться. Женщина, которая может дать по носу, дать сдачу, ответить как-то грубо или послать куда подальше. Вот такая вот. Но она знает себе цену, это точно. И вы, знаете, вот к чужим не лезете, в чью-то жизнь не лезете. Вот такая вы. Вот именно проецируете, вы заботитесь о своей жизни, думаете о своей жизни, о себе, как вы выглядите, или вот, да, кто на вас посмотрел и так далее. Другие вас не заботят. В какой-то степени даже могут думать, что она эгоистка. Думает только о себе. Деньги у нее точно есть. Деньги есть. Работает, наверное, где-то на высоком положении сидит. Вообще, как бы здесь прочитывает именно
ваш стиль одежды, вашу одежду, сколько стоит, какая фирма, или же, да, вот ваше какое-то поведение. Но здесь проигрывается, что здесь точно какая-то богатая женщина, женщина с деньгами. Но также могут и видеть какой-то статус, где вы работаете. Да, у нее хорошая должность, она хорошо зарабатывает. Здесь кто-то даже влюблен. У меня чувство, что это какой-то молодой человек, а вы намного старше данного человека. Вы нравитесь человеку. Но вы не по зубам данному человеку. Вот так он понимает. Даже, знаете, здесь идет о возрасте речь, что вы старше, и вы более такая уже продвинутая, да, акула. Зрелая такая внутренняя. То есть вас не проведешь или не надо вам романтику, надо вам конкретику. Деньги, да, статус и так далее. Что вы уже замужем, что у вас кто-то есть. В любом случае. Ну да, что вы такая, не подходи ко мне. Проявляйте внешне именно какой-то холодок такой. Но здесь нетерпимость есть к вам почему-то. Тут тянет именно. Но здесь вот как будто бы к ней пойдешь знакомиться, она палкой треснет. Или она может кипиш какой-то поднять, да, вот из мухи слона. То есть где-то я опозорюсь. Например, если я спрошу ее номер телефона или подойду знакомиться, она может прилюдно меня опозорить. Или отказать прилюдно, что будет неприятно. Также здесь проявление именно того, что вы откажете. Бояться. Знаете, вот как-то шаг вперед и 10 назад. Вот хочу подойти, чего-нибудь даже спросить, но и вот я трус, потому что я молодой, я незрелый. Вот так вот. Молодые на вас смотрят. Ну, вы очень красивая, вы привлекательная. Вы привлекаете, на самом деле, не только своего возраста, но и моложе вас намного. На вас обращают внимание, открывают рты. Да, вы скорее такая еще женщина, которая по-модному как-то выглядит, одевается, выглядит очень ярко. Также, может быть, что-то такое на вас есть, что привлекает к себе внимание именно... возбуждает, да, противоположный пол. Поэтому на вас вот так вот смотрят, подкупаются вашей внешностью. Здесь, кстати, даже вот девочки могут ревновать своих мальчиков к вам, молодые, понимаете? Тоже хотят именно достичь этого уровня, на котором вы. Да, вот какая-то есть солидность, какая-то вот притом красота присутствует, но притом у этой женщины есть деньги, она всего добилась сама. И это вот явно проявлено, видно. Да, даже вот могут думать так, что эта женщина добилась всего сама. Ну или у нее уже много чего есть, за ней какой-то достаток или наследство. Здесь очень много влюбленных в вас. Ну, здесь влюбляются вот все. Здесь вам и одежка к лицу, дорогая или какая. Внешне она выглядит очень красиво. Здесь зависть по этому поводу может быть. И обсуждение. Вы вот знаете, такая выдержанный стиль у вас. Вы умеете одеваться. Вы умеете красоваться, вы умеете красиво разговаривать. Вы скорее даже вот своими разговорами привлекаете к себе внимание. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.